Единственный в России скелет плезиозавра и черепа пещерных медведей. В музее при Институте геологии Коми-научного центра обновили экспозиции. В эти дни хранилище отмечает свое 55-летие. Сегодня это центр сохранения геологического материала, собранного с территории европейского севера России. Фонды насчитывают 11 монографических минералогических коллекций объемом более 3000 образцов и ряд выставочных собраний. Ежегодно в музей приходит более 2000 посетителей. Побывала там и Алена Ладыгина. 1 час – 50 миллионов лет, 1 секунда – более 13 тысяч. Такие часы теперь встречают посетителей геологического музея Коми-научного центра. Прокрутив стрелки, можно очутиться в разных эпохах и познакомиться с животными тех лет. Это новая витрина о развитии органического мира в антропогене. То время, когда появился первобытный человек. В Коми всего 27 пещер, самая знаменитая – Медвежья. Здесь вы видите разрез Медвежьей пещеры с указанием того, что многие думают о том, что в пещерах кости находятся на поверхности. На самом деле вы видите, что здесь представлен разрез и на глубине, то есть когда производят палеонтологи раскопки, на глубине около 7 метров нашли как раз вот эти древние остатки и пещерных медведей, и, можно сказать, первобытных оленей, и мамонтовую кость. Строение земной коры и эволюция органического мира на европейском северо-востоке и европейской части России – это название новой экспозиции музея. Иллюстративный материал теперь позволяет свободно сопоставить каменные экспонаты с рисунками. Этот зал был собран в 1986 году. За это время произошли большие изменения в науке. Коллекция музеев дополнилась уникальными находками. Музей уже просветительской деятельностью занимается достаточно давно, и все чаще мы замечаем о том, что к нам приходят школьники, младшие школьники и просто гости города Сыктывкара, которые не владеют геологическими знаниями. И та экспозиция, которая была изначально, она была построена на основе для узких специалистов. И поэтому, когда посетители к нам приходили, им достаточно сложно было самим воспроизводить, то есть отличить какие-то в каменном материале те или иные находки ископаемых организмов. Даже учитывая, что у нас все образцы имеют этикетки, не каждый человек, например, знает, например, в протерозое, где была Печорская плита, где была Республика Коми, что было, суша или море. А здесь части динозавров, обитавших на территориях Коми. Указаны и места, где проживали эти животные. Также в нашем геологическом музее хранится единственный в России скелет плезиозавра. Уже на торжественной части все светила науки геологии Коми. Кроме поздравлений и наград в честь юбилея, в зале звучат доклады сотрудников по истории формирования естественно-научных коллекций в республике. Обсуждаются актуальные вопросы музейного дела в современном контексте, в том числе о ведении выставочной и экспозиционной работы с каменным материалом и проведении научно-исследовательской работы на базе музея. Исполнилось 55 лет с того момента, как решение Совета наук о Земле при Академии наук СССР был организован геологический музей, который сегодня носит имя Александра Александровича Чернова. Это патриарх геологии Республики Коми, первооткрыватель угольного месторождения в Воркуте. И на самом деле он фактически и заложил основы музейной работы. Очень большой вклад в развитие музея внесли такие маститые геологи и руководители института геологии, как Марк Вениаминович Фишман, за ним Николай Павлович Юшкин. Музейная коллекция сегодня имеет большую ценность для региона. Она передается геологами от поколения к поколению. Сегодня экскурсии рассчитаны как на совсем юных посетителей, так и на представителей академического сообщества. Музей геологии сегодня – визитная карточка республики. Алена Ладыгина, Анастасия Тюрнина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.